Доброе, бодрое утро, дорогие наши телезрители. В эфире главного национального канала передача «Новый день». С вами Максим Гоголев. Сегодня пятница, 21 августа. Давайте начнем эфир с погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы плюс 4, плюс 8, днем плюс 16, плюс 18. Заречье плюс 5, плюс 12, днем плюс 16, плюс 17. Южные улусы плюс 7, днем плюс 18, плюс 22. Вилюйские улусы плюс 6, плюс 8, днем плюс 17, плюс 19. Нижнеленские улусы плюс 14, плюс 18, днем плюс 15, плюс 16. Западные улусы плюс 8, плюс 12, днем плюс 15, плюс 19. Колыма-Индигирские улусы плюс 4, плюс 8, днем плюс 6, плюс 9. Янские улусы плюс 2, плюс 6, днем плюс 4, плюс 10. Северо-западные улусы плюс 5, днем плюс 6, плюс 14. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 3, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 3,7 метров в секунду. Днем ожидается плюс 16, плюс 18 градусов. Сегодня нас ожидает, как всегда, очень интересные гости. Первым гостем у нас будет капитан воздушного судна Боинга 777 Станислав Винокуров. Станислав, доброе утро. Доброе утро, родная Якутия. Как у вас город настроение? Якутск. Как у вас настроение? Отличное, бодрое настроение, спасибо. Мгм. Станислав является первым из Саха, который стал именно капитаном Боинга 777. Расскажите, как это все начиналось? Все начиналось с моей детской мечты, с 5 лет, когда я первый раз полетел в качестве пассажира с родителями дедушки на сенокос, на кукурузнике, на самолете Ан-2. Первые впечатления, конечно, были очень необычные. Если кто летал на Ан-2, все знают, как его болтает вверх-вниз. Но по завершении полета я вышел и твердо сказал своим родителям: буду пилотом, летчиком. Как они отреагировали на это после полета на Боинге, не на Боинге, а на Антошке, получается? Ну, ввиду того, что мне тогда было 5 лет, возможно, они не обратили внимания сильно, но впоследствии, как я начал расти Мгм. в школе, я начал потихоньку готовиться идти к своей мечте. Они поняли, что это довольно-таки серьезная цель, которую я себе задал. Мгм. Интересовался полностью авиационными темами, в частности, гражданской авиацией. И очень помогали и поддерживали меня. Какой институт вы закончили и как учились? Я поступил в 94 году после окончания школы в Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации по специальности инженер-пилот. Мгм. Закончил в 98 году и учился. В принципе, я оказался в группе очень сильных ребят, поэтому я был, можно сказать, в числе, так, как сказать, лучших. Ну, это Не мог здорово. уронить планку ниже. Вот, наверное, уж, конечно же, помните, да, первый самолет, за баранкой которого, да, условно сказать, вы сели. Да, это был учебно-тренировочный полет, самолет Як-18Т с бортовым номером 44474. Мгм. Этот самолет, это летающая парта, которая дала путевку в небо многим пилотам гражданской авиации. И до сих пор помню те прекрасные моменты и тот момент, когда я с волнением, с дрожью в ногах подошел к самолету согласно плана и начал Ага. забираться на крыло. Но приятная и теплая улыбка моего первого инструктора Михаила Анатольевича успокоила меня. И вот произошел первый полет. Ага, здорово. А вот именно первый самолет, за которым вы сели официально, как уже пилот. Уже официально после окончания училища это был самолет Ан-24. Мгм.
Хотя я выпускался на самолет Ан-26, но после этого пришлось переучиться на самолет Ан-24. В то время было очень развал страны, Мгм, мгм. очень сложно здесь шел, поэтому я устроился в частную авиакомпанию Сираера, наверняка многие помнят, и устроился вторым пилотом Ан-24. Мгм. Ну, начиная с Ан-24, ну, пока еще просто, да, в данном моменте вы являетесь капитаном Боинга 777. Ну, это более чем вдохновляет, наверное, остальных пилотов. Да, так как можно сейчас говорить, прошел ступенька за ступенькой, по-английски степ-бай-степ, весь путь от Мгм. второго пилота Ан-24, Ту-154, далее уже вторым пилотом на Боинг 757, стал командиром Боинга Мгм. 757, далее Боинг 767, и вот 22 октября 2018 года, уже практически 2 года, являюсь командиром Боинга 3 семерки. Мгм. А, Расскажите ваши ощущения. Мне бы хотелось знать, а, какая разница между советскими, да, самолетами и Боингом, допустим, непосредственно Расскажу вам капитаном. так, что не буду говорить избитую фразу, что такие ощущения, словно после «Жигулей» в иномарку садятся. Ага. Нет, я этого не буду говорить. Ощущения такие, что советские наши самолеты, да, они приучают тебя к строгости, да, то есть к точному выдерживанию Мгм. всяких параметров летных, то есть они более отточены под ручное пилотирование. Мгм. А западная техника, она более автоматизирована в конечном счете, и поэтому в кабине нас двое, Мгм. командир, второй пилот. Из профессии ушли, к сожалению, наверняка, это бортинженер и штурман. Мгм. Вот. Все Станислав, это замещается бортовыми системами. Станислав, сейчас на каких рейсах можно вас встретить? Моя авиакомпания выполняет рейсы через океан, это через Атлантический океан. В частности, мы выполняем чартерные и регулярные рейсы на Кубу, Доминикану. Мгм. А, Также выполняем рейсы в Мексику. Мгм. В ближайшем окружении это будет Анта, Турция, Мгм. это же, да? Европа. И дальше на восток это всеми любимый Таиланд и Вьетнам, а также Здорово. Китай. Ну, то есть курортные именно города и страны. Да, Станислав, скажите, откуда вы родом? Расскажите немножечко, кратенько об этом. родился я в селе Тантор Аймяконского района, Мгм. а, в семье преподавателей по образованию. А, Мать моя Винокурова Светлана Семеновна, отец Винокуров Егор Егорович. Хотя они имеют весьма отдаленное отношение к авиации, но всегда их помощь, поддержка всегда ощущается по сию пору, Мгм. за что им очень благодарен. Ну да, я думаю, что вы передаете большой привет, благодарность, да? Да, хочу, пользуясь случаем, передать привет и свою благодарность в моем становлении в профессии, да, это таким людям, уважаемым, как Василий Егорович Васильев, Филипп Семенович Сергеев, к сожалению, уже его нет, Василий Степанович Винокуров. Также Мгм. хочу передать привет и благодарность Степану Петровичу Калачеву, моему первому инструктору на Мгм. 24, Риволю Георгиевичу Кычкину и 154 Владимиру Павловичу Займову. Ага. Также Станислав, большое хочу передать спасибо вам. привет. Наше время уже, к сожалению, а, заканчивается. Я думаю, Окей, что послужной список да, большой. Большое спасибо, что вы с нами связались. Еще дальнейших успехов. хорошо, всего вам хорошего, Мгм. всего Что ж, доброго, до свидания. пассажиры, которые едут в Южную Америку, у вас есть шанс узнать, наверное, да, скорее всего, будет очень приятно, что именно вас пилотирует именно наш человек, наш соотечественник Станислав. Сезон грибов и ягод, также охоты и рыбалки, да, сейчас начинается, но нельзя забывать о собственной безопасности. Давайте послушаем об этом сюжет.
Каждый год служба спасения нашей республики усиленно занимается поисками пропавших. Ведь, к примеру, так легко затеряться в лесу, войдя в азарт, увидев очередные шляпки грибов. Статистика у нас, конечно, сейчас стала за предыдущие те года стала лучше, как бы. Ну, конечно, есть люди, которые теряются. У нас в прошлом году потерялось 65 человек, допустим, да, из них мы, допустим, нашли человек 18, а из них было 2 с летальными, 8 человек там. И без вести пропало около 40 человек. Сейчас у нас самый сезон начинается опять, так, дикоросы начались, ягоды, грибы и тому подобное сейчас начинается. Соответственно, и охота, и рыбалка. Вот, и сейчас вот по данный момент, на сегодняшний день у нас потерялось 40 человек, из них 33 найдены. 2 с летальным исходом. Почему же пропадают люди и из-за чего это происходит? Что нужно знать перед тем, как собрался на природу? Чаще всего у нас пропадают как? Из-за того, что они уверены в знании своей местности, где они ходят. Больше пожилые люди, кому больше 70 лет, то, соответственно, и больные люди тоже так же теряются. Уходят в лес и все. И даже вот есть такие моменты, что даже когда уезжают куда-то, не предупреждают, в какую сторону. Обязательно предупреждать, куда вы идете, в какую местность, с кем, сколько вас. И, соответственно, одеваться в яркую одежду. Бывает такое, что поднимаем вертолет иногда. Вот с этим или беспилотников. Мы из-за такой лесной чащи не видим человека, потому что они в камуфляже, в черной какой-нибудь толстовке, синие, там не видно ваших их. И, во-первых, если вы потерялись, не надо паниковать. Просто встать на место и прислушаться. Если есть связь, лучше стойте на месте. У нас обычно, когда звонят и начинают ходить, сами выходить, мы приходим на место, человека нет, он опять где-то там гуляет, пока связь не пропадет. Вот главное, если 3 момента, допустим, связь, местность и, главное, спокойствие. Все равно придут за вами. Осеннее время – это время сбора даров нашей природы. Не стоит забывать, что сбором ягод и грибов заняты не только люди. Сейчас, правда, что очень стало много диких зверей, особенно медведей. И, соответственно, если увидели медведя, надо шуметь, там, постучать, там, или шумкой совой, свисток, там, котелок с ложкой, там, пошуметь, и он уйдет. По идее, должен уйти. В таборе у вас есть табор, палаточный городок. Еду не надо оставлять на своем месте, допустим, на открытом месте. Остатки еды надо сжигать. Ни в коем случае как бы не закапывать или с собой выносить, потому что медведь на запах еды хорошо приходит, если он голодный. Избушку не надо закрывать, пусть открытая стоит, допустим. Вот когда ночевать, да, закрывайтесь, а когда уходите там, обычно приходишь, развороченная избушка такая получается. Медведь пошалил, там, походил, там, двери сломал, потом через окно вышел. Таких случаев очень много. Сезон сбора ягод и грибов, также охота и рыбалки – замечательное время запастись витаминами и запасами на зиму. Не забывайте о собственной безопасности. В случае чрезвычайного происшествия звоните оперативному дежурному службы спасения Якутии. За эту тему мы со вторым гостем поговорим о том, как быть, что делать, если вы почувствовали, что вы потерялись. И у нас в гостях Максим Спиридонов, разработчик авторской программы дополнительного образования военно-патриотического направления «Солджут». Доброе утро. Доброе утро. Максим, расскажите, где вы находитесь? В данное время я нахожусь в местности Золотая Рыбка, это Кочегай-Ан. Получается, это российская база, мы здесь находимся. Ну, возрождение тоже одного проекта, вот снимаем тоже видеоролики, также учебный процесс идет. Ну, здорово. Хочу сказать, сейчас сезон как раз грибов, Да, сбора да, ягод. да. Хочу сказать тем людям, кто выезжает, да, выезд от города, получается, одевайтесь, как я, вот, цветную одежду, вот, Ярко. чтобы сдалека, чтобы вас видели, да, и заранее скажите своим близким, что вы идете в Именно ту в или какое-то иную местность, направление. что вас можно было искать именно в том районе. И хотел бы тоже сказать, будьте готовы к разным ситуациям, потому что бывают такие моменты, что человек неподготовленный может попасть в разные ситуации в лесу. Ну вот, Вот Максим, поэтому расскажите, всегда с собой носите вот случилось, воду, что я потерялся. спичку. Максим, случилось вот, что я Ага. вот собирал грибы собирал, и вдруг понял, что я не узнаю свою местность. Что делать в первом случае, вот сначала? Вот первый, вот в таком случае, да, вам надо, во-первых, успокоиться. Вот паника дает себе знать, да, что человек, когда паникует, он начинает, как говорится, делать с муха слона.
Мгм. Вот поэтому вам надо, во-первых, успокоиться, определиться, в какой местности вы находитесь, с какое направление вы шли. Самое главное, когда, например, идете в лес, вы должны знать, с какой стороны вы зашли. Мгм. Это может быть север, это может быть юг, запад, восток, да? Как Все мы определить? знаем, что солнце встает с востока и заходит в западе, да? С таким макаром вы можете спокойно ориентироваться в лесу и вот найти направление обратно домой. Мгм. Ну вот случилось, что я иду, я в принципе понимаю, куда надо идти, но все-таки я не вышел на свою тропу, ну и потерялся еще, как будто по ощущениям еще дальше ушел. Ага. Стоит Если ли вы ходить ощущаете, дальше что вы или что делать? действительно заблудились, да, вам не надо выехать куда-нибудь, да, вы должны ждать, сидеть в одном месте, потому что если вас не будет долгое время, вас будут искать в том месте, где куда вы пошли. Если вы пойдете с того места, где вы были, вас будет искать не в том направлении. Это уже будет долго, во-первых, да, Мгм. и сейчас, в данное время, ночью очень прохладно, Мгм. человек может, неподготовленный человек может получить Обморожение, да? ту или иную повреждение организма, и вот будет уже как бы поздно вас уже искать. Мгм. Максим, скажи, что нужно с собой обязательно взять? Обязательно с собой возьмите воду, спичку, а, дополнительный аккумулятор, это получается Powerbank, да, и, соответственно, местность, ну, вот, у каждого человека есть телефон, можно и сделать, скачать приложение такое, да, именно карту местности. Вот там можно определиться. Самое главное спичка и вода. Ага. А если не ловит, допустим, что нужно делать? Что? Сигнала, если нет. Если сигнала нет, тогда получается вам надо уже сделать костер, Мгм. ожидать, потому что уже ночью более-менее темно, издалека уже можно видеть освещение от костра. Ну, да, и можно определить от дыма, да, где находится человек. От дыма, и вот получается, если вы уже заблудились, надо выйти в какое-нибудь открытое место, с которого я сейчас, например, стою, да, Мгм. Мгм. сделать костер, и уже Ожидать. издалека можно увидеть катер, вертолет, машину, да, сделать костер, и вот Мгм. у Максим, нас большое здесь спасибо очень вам много сухой за травы, ваши советы. можно... Мгм. Я желаю вам дальнейших Алло, успехов. не слышно, еще раз? Ага, большое спасибо за подключение, за разговор. Хотелось бы Ага. вам пожелать больше успеха. Ага, спасибо большое. Мгм. Спасибо. Ага, до свидания. Что ж, все-таки ограничения пока сейчас не сняты, но некоторые хотят уже заниматься, и тренажерные залы уже открыты. Мы бы хотели вам сейчас показать советы кардиолога. Доброе утро! Да, наконец-то открылись спортивные наши залы, тренажерные залы, спортивные комплексы. И, конечно же, народ ринулся. Но я хотела бы посоветовать как кардиолог, чтобы каждый к своему организму подходил чисто индивидуально. И тем более мы 5 месяцев сидели в гиподинамии, очень мало занимались вообще физическими нагрузками, поэтому нужно входить постепенно. Нужно начать с ходьбы, возможно, с легкого бега, с бассейна, постепенно увеличивать нагрузку. Также, когда вот человек не занимается физической нагрузкой, то, конечно же, сердце претерпевает кое-какие изменения, так как сердце состоит из мышечной ткани. Там у него ослабляется и сила сердца, а также выносливость сердца. Подготовка должна быть очень хорошая, с высококвалифицированным специалистом, с тренером. Наша функция как врачей или как тренера – это сделать так, чтобы вот физические нагрузки не приносили вам вред. А если вот человек, который лежал на диване и решил сразу участвовать на полумарафоне, ему кажется, 21 километр, что здесь такого?
Но здесь мы можем от сердечно-сосудистой системы колоссальная нагрузка, что может привести к сложным нарушениям ритма и проводимости. А также, если посмотреть костно-суставную систему, то тут тоже можно повредить связки, можно повредить свои суставы. И также, конечно же, у нас актуальный вопрос, как сохранить здоровье сердца с годами. Конечно же, это наша избитая тема про здоровый образ жизни, который вам говорят с детского сада, поэтому питайтесь правильно. Белки, жиры, углеводы должны быть всегда в компенсированном состоянии. И также занимайтесь спортом, но для себя. Да, действительно, да, те, которые в это время не занимались, скорее всего, хотят очень быстро наверстать, там смотрят в интернете всякие приложения типа «похудеть за неделю». Это все не работает, и на самом деле это все вредно. Так что подходите к этому вопросу систематично. Что ж, продолжаем дальше. У нас третий гость, и мы сегодня будем разговаривать с Александрой Тюхцинской. Она является домохозяйкой, находится в Соединенных Штатах Америки. Доброе утро. Доброе утро. Что ж, сегодня мы говорим о проживании и о родах в США, потому что вот непосредственно у нас есть живой пример этому. Да, расскажите вообще с самого начала, да, я знаю, что вы начали автотур по миру, скажем так. Расскажите об этом. Но это был не авто. Мы отправились с моим будущим мужем, ну, на тот момент будущим мужем, в путешествие, Ага, пешее, с большими рюкзаками, пешие и даже. передвигались почти всегда на поезде, либо пешком, ставили палатки в бесплатных кемпингах или вообще где-нибудь в диких местах. Вот. Ну, то есть, условно, Вот. грубо говоря, вы перешли реку Нижний Бестяхи и начали идти, или откуда у вас началась пешая прогулка? Нет, мы между странами летали на самолетах. Окей, хорошо. Когда же начался ваш трип? В апреле 2018 В апреле 19 извините. 2019. Угу. Ну и каким-то образом вы оказались в Штатах, или это было запланировано? Мы были сначала в Японии почти месяц, потом почти месяц были в Корее. Мгм, И в Корее мы решили, ну, думали, куда мы дальше двинемся. мгм. И решили, что нужно попробовать получить визу в Штаты. Мы там прошли интервью, нам одобрили визу, мы получили и решили не медлить и поехать сразу. Мгм, мгм. Вот так мы приехали сюда, мы не планировали оставаться, тем более. Ага. Ну, то есть, попав в Соединенные Штаты, вы нашли трудоустройство, да? Попав сюда, мы нашли трудоустройство, и были некоторые обстоятельства, из-за которых, ну, мы остались. Мгм. Ну и потом вы почувствовали, что у вас резко начал расти живот, или что случилось? Нет, это тоже было все запланировано уже. Все запланировано, ну прям У- отлично. Уже было запланировано, да, Ага. поэтому. Ну, то есть живот уже систематично начал расти, и вы знали, что происходит. Да. Что ж, расскажите немножко поподробнее об этом. Как вы выбирали больницу, как проходит именно лечение, обследование именно в условиях Америки, допустим, да? Как они к этому относятся? Ну, вообще, рожать в Штатах, как я слышала, очень дорого. Мгм, Но мне повезло, что это Нью-Йорк, и очень хорошая социальная политика там. мгм, Все обследования беременных, ведение родов, сами роды проходят бесплатно. мгм. Поэтому мне повезло. Я записалась сначала в одну клинику, мы ходили, потом мы переехали просто в Нью-Джерси, и поэтому нам было ближе уже на Манхэттене быть. Поэтому мы потом перевелись на Манхэттен. И А, у нас вот Виктория родилась уже на Манхэттене. ну, то есть больница была именно нацелена на иностранцев, либо на всех? Нет, это обычный, самый простой госпиталь, Ага, большой госпиталь, где лечат от всего ага. и всех. И сколько вас лежало в палате? Из каких стран? Роды проходят в отдельной палате, Мгм. никого нет, была только я и муж. Мгм. А потом после родов переводят в общую палату, где еще одна женщина, то есть на двоих палат. Мгм. В каком городе вы сейчас находитесь? В
Сейчас в Москве Сайд-парк, Нью-Джерси. Это 30 минут до Манхэттена через мост. А, через мост, да? Ну, расскажите немного о жизни в США, в общем, в целом, да? Чем отличается от жизни, допустим, ну, непосредственно Якутска? Ну, многим, наверное, слишком даже многим. Но Мгм. здесь все просто и все понятно, и все для людей. И если ты много и хорошо работаешь, зарабатываешь деньги, то тогда, ну, все есть. Мгм. Работай, плати налоги, живи хорошо. Ну Не да. нарушай закон. Ну, в принципе, это да, как и везде. Расскажите, кем работает ваш муж? В строительстве. Мгм. Ну, то есть это у него профессия. Как? Да. Мгм. Интересно знать вашу среднюю корзину, да, вот именно в Нью-Джерси получается, сколько стоит средняя корзина и средняя заработная плата? Ну, мы тратим в месяц именно на продукты, если считать на продукты, плюс подгузники и все такое. У Мгм. нас уходит $300 в месяц. Мгм. Ну, плюс у нас есть много счетов, то есть мы платим еще за аренду, за интернет, телефон, ну, как все. Мгм. Там, конечно, побольше, но точно не смогу назвать сумму, а зарплаты тут разные. У моего мужа, на самом деле, ну, такая, не самая высокая, такая Мгм. более-менее средняя зарплата, ну, в пределах 50 тысяч в год. Ой, да, в год. Мгм. Подружились ли вы с местным населением, с кем-нибудь, соседями? Да, конечно. Здесь все люди очень доброжелательные. Ну, как показывают в фильмах, все ходят, здороваются, спрашивают, как дела. Может быть, им это не интересно, но все так делают. Мгм. Как же именно воспитывать младенца в США вот сейчас? Мне кажется, воспитывать младенца везде одинаково. Да? Но у нас был такой момент, мы рожали во время коронавируса, было очень Да, страшно. да. Было страшно, я думала, что мужа не пустят, потому что будет запрет. Но все пронесло, все было хорошо, замечательно. Что ж, Сейчас большое спасибо вам за подключение. Ну, русский блок уже заканчивается. Желаем вам всего наилучшего. Привет, мужа. спасибо Что большое. ж, русский блок заканчивается. Я вам желаю всего наилучшего и отличных выходных. Мгм. Что ж, далее у нас наши замечательные коллеги из якутского блока Петр и Айта. У них будет не менее интересно. Не переключайтесь.